Добрый вечер, и обойдемся без предисловий. У меня в гостях Лейс Подеревянский. Селям алейкум. Валейкум ассалям. Так это гибридное приветствие у тебя получилось. Да. Японское... Китайское. Да, и китайское, да. Мы договорились сегодня, это странное такое интервью, мы договорились с Мытцем не говорить про политику. Я не знаю, как у нас это получится, но пробовать будем. И это было его условие, не мое. А почему? Что тебя раздражает в нашей политике? Она же веселая очень, такая интересная. Да нет, too much. Too much. Вот. Абсолютно too much. Ко мне недавно в Кременчуге подошел ханыга и задал конкретный вопрос. Он сказал: водка есть? Я говорю: водки нет. А пьешь? Я говорю: ну вообще да, но сейчас за рулем как бы не пью. О, ну расскажи мне, вот, а что с Байденом мы будем делать? Вот что, вот как Лукашенко, господи, боже мой, вроде нормальный человек подошел, говорит о нормальных вещах. Вот, и тут и поголовно все, но я туда не полезу. То есть, смотри... Без меня вот этого хватает. Получается, вот тебе и разговаривать не с кем, если даже человек, который подходит с таким вот банальным вопросом, человеческим. Так мне правда разговаривать не с кем. Ну, 3-4 человека, с которыми интересно разговаривать. Вот, вчера позвонил мне мой друг Сайз. Это такой нью-йоркский абориген, который сейчас живет в Израиле. И говорит: ты понимаешь, вот я, говорит, поэта обнаружил. Это украинский поэт Богдан Ильич Антонович. А я думал, это перевод. Я думал, это перевод Цезаря Паунда. И вот сразу разговор, понимаешь? Вот я могу... У меня есть человек, который живет в Израиле, с которым я могу поговорить. Про Богдана Ильича Антоновича, про Цезаря Паунда, понимаешь? Причем с утра. He make my day. Ну, это у него вечер уже, понимаешь, а у тебя утро. Ну, Скажи, давай, мы договорились так, что разговаривать будем про вечность исключительно и про то, что тебе интересно. Вот давай проговорим про кунг-фу, например. давай. Вот это я знаю точно, тебе интересно. И люди мало эту твою сторону знают, потому что они ходят не на уроки кунг-фу, а на твои вечера, где ты читаешь. И там всегда забитые залы, и, значит, где ты читаешь свои произведения. Они ходят на живописные выставки и тоже, там, сказать, получают свое удовольствие. Но про кунг-фу ты никому не рассказываешь практически. А тебе, я знаю, это сильно Что тебе рассказать про кунг-фу? Ну, как это... Откуда вообще вот у тебя, у хлопца из Киева, да, вообще такие странные извращенные наклонности? Вот. Ну, мне всегда это было интересно. Еще с детства. Я когда занимался спортом в детстве, меня всегда привлекали единоборства. Ни баскетбол, ни футбол, как мальчишек обычно. Я никогда не любил коллективных игр. Я занимался фехтованием, боксом, и потом, когда появилось карате, мы все стали заниматься карате. Вот. А потом получилось так, что мой учитель уехал в Конго, карате, и он сказал такую вещь. Он сказал: если вы хотите чему-то научиться, учите других. Мы как учить других? Мы ничего и сами не умеем. Ну, казалось, что в этом что-то было. Мы некоторое время, значит, учили других, сами, в общем, толком ничего не умея, но при этом как бы стимул ученики, ты должен быть на уровне. Как учить человека драться, не умеет драться? Это не совсем драться. Ну, драться да, в широком смысле, не только но же там... Когда ты уже как бы учитель, ты не можешь облажаться. Кроме того, это ж были 70-е, 80-е годы, и можно было нарваться, потому что люди приходили в зал и хотели поспарринговать с учителем, а тут ученики, и нужно было быть на уровне. Но в итоге мы все, конечно, понимали, что это в общем, не то, что нужно. И потом мне так повезло, что, как говорят, есть такая пословица, что учитель приходит тогда, когда ученик готов. И вот у меня появился и у моих друзей мастер кунг-фу, вьетнамец, и мы у него. Какие годы это? 80-е. Я предположу, а ты скажи, правда или нет, что все-таки в этом всем, в этих единоборствах, да, привлекала еще и запрещенность тогда.
Я не успел этим заняться. Я застал, знаешь, запрещенные качалки в подвалах. Мы делали там Да. из рельсов, там, из этих там, так, вагонеток делали штанги себе, да. Но это тоже был вид подпольной деятельности, да. Это так называемый культуризм, вот этот вот поганый, западный. Было такое, как бы, ну, не сектантство, но такое подполье, противостояние советскому вот этому всему. Но в этом, понимаешь, в этом было что-то настоящее, потому что нравы были дикие, и нравы были как в старой Окинаве. Вот, когда соревнования проводились, это не были спортивные соревнования, вот в современном смысле этого А слова. как они проходили тогда? В зал приходило 2 или 3 амбала Мгм. с страшными рожами. И они говорили: мы из школы на Красном хуторе, и мы вызываем вашу школу на бой. Вот так вот. И нужно было не облажаться, потому что нужно было пойти к ним. Там, значит, такая была стратегия, там нужно было выстоять. А уже потом, когда они придут к тебе с ответным визитом, такая была этика, нужно было их всех положить, чтобы никто живым не ушел. Ну, в переносном смысле. Там, Но это были контактные бои? конечно, контакт. Полностью? Никакого судейства не было. Это была такая хорошая старая Окинава. Я там чуть глаза не лишился. Какой-то мудак мне вставил палец в глаз. Ну, руки ломали, ноги. Но это было в Серьезно? порядке вещей, да. И это, в общем, в этом что-то было настоящее. Это не было такое вот спортивный такой анонизм, во что сейчас превратилось, в общем, карате. Потому что это насмотреть невозможно. Слушай, это замещало драки школа на школу, что ли, которые были в других, или район на район? Или нет? Или это Ой, все-таки спорт был? ну, Или я всё-таки- не знаю, я в этом не участвовал. Но меня и людей, которые остались, потому что кунг-фу, карате – это такая вещь, к которой человек либо приходит и остается, либо отваливает после какого-то там цикла обучения. Потому что это, в общем, не спорт. Мгм. Этим не занимаются ради медали, еще этим занимаются всю жизнь для самосовершенствования. Вот В этом е- можно находить все больше и больше и больше для себя. На каком-то этапе мне открылось, что кунг-фу – это как бы универсальная штука для всего. Оно подходит для всего абсолютно. Для приготовления пищи, для живописи, для литературы. Это универсальная вещь. Это путь самосовершенствования, который бесконечен до самой смерти. Ты знаешь, из уст кого-нибудь другого я бы услышал такое и сказал: да ну ты красивые слова Фуфло все умеешь гонишь. говорить. Фуфло гонишь, да, правда. Но зная тебя как литератора, да, как художника и как мыслителя, и тебя совершенно заслуженно называют мытцем, да, и когда ты говоришь, что в основе этого всего кунг-фу в Киеве, ну, значит, это что-то имеет под собой какой-то путь. Живопись, кунг-фу, литература – это все одно и то Подожди, же. как живопись связана с кунг-фу? Вот я был у тебя в мастерской, ты там, правда, у тебя висит там мешок, но при мне ты его не бил. Но, или ты бьешь в перерывах, как рисуешь? Как связано с кунг-фу? Дело в том, что на каком-то уровне, ну, уже такой достаточно хороший уровень, человек, который занимается, вот если ты работаешь с противником, Мгм. ты входишь в состояние, в определенное состояние. Если ты умеешь входить в это состояние, противник для тебя начинает двигаться в рапиде. И даже если ты уступаешь ему по технике, ты его читаешь на несколько Заранее. шагов вперед. Мгм. То же самое в живописи происходит. Когда я пишу какую-то работу, которая мне удалась, удачную, я не помню, как я ее сделал. Я вхожу в состояние, и в этом состоянии я ее делаю, и потом я выхожу из состояния, я не помню. Я не помню, как я ее сделал. Как То же будто кто-то самое- принес и поставил? То же самое литература. Вот когда тебя несет, ты пишешь, и мастерство определяется тем, можешь ты по желанию входить в состояние и выходить из него. Я не мастер, у меня это не так То есть хорошо ты этим не получается. управляешь до конца? Управляю, но не так, как хотелось бы. Потому что я еще как бы... Слушай, так давай-ка раздем понятие. Вот то, о чем ты сказал, ну, по крайней мере, судя по эффекту, к чему это приводит, вот картины и литературные произведения, это можно назвать музой, можно назвать вдохновением, да? А Может, ты называешь это кунг-фу. Это не совсем... Вдохновение – это категория дилетантов.
Вот То есть профессионал, он должен работать в любом случае, производить продукт, вот несмотря на... дилетант ждет вдохновения, вот Ну он да, это приходит есть в мастерскую, такое. да. Да, это в журналистике, кстати, такое. Ну, просто журналистику ремеслом считаю. Я не считаю ее чем-то мистическим. В Ты отличие от профессионал, живописи. есть вдохновение, нет А я всё равно вдохновения, ты сделаешь. приходишь и работаешь. Аппетит во время еды приходит. Мгм. Вот. Иногда удается войти в это состояние. И тогда получаются хорошие вещи. Если бы у меня всегда это получалось, это было бы вообще гениально. Но это не всегда выходит. Но это то же самое. Это кунг-фу то же самое. Теперь такой вот аспект, как обучение. В Японии существует очень... Они вообще структурные люди, они структурируют все. Иногда даже страшно, как они все Да. структурируют. И вот у них существует 3 этапа. Я, к сожалению, не помню там короткие, красивые японские слова. Там «хей», «шо», там что-то вот такое вот. 3 уровня. На начальном уровне ученик просто повторяет за учителем. Учитель ничего ему не объясняет. Ни зачем, ни как, ни что. Повторяет, как умеет. Он просто повторяет Мгм. технику учителя. Машинально. Мгм. Як мавпа. Когда он более-менее овладел этой школой, начинается второй этап. Он с этим багажом начинает экспериментировать под себя, под свой организм, нарабатывать то, что он наработал механически. На этом этапе учитель может ему даже объяснить, зачем и что, но не на первом этапе. Когда он максимально творчески начинает с этим работать, наступает 3-й этап, когда он посылает все это нафиг, весь свой базовый, и уже реализуется как личность. Мгм. Смотри, что происходит. То же самое. Такие люди, как Дали, Пикассо, они всегда говорили о том, что нужно академическое мастерство, что нужно уметь рисовать. Мгм. Они не говорили, что вот художником может быть каждый. Они говорили, обязательно нужно штудировать натуру. И ранний Пикассо, ранний Дали, там у них прекрасные рисунки академические. Мгм. На каком-то этапе они начинают с этим экспериментировать, а потом это все посылается нафиг. Это абсолютно то же самое. «Черный квадрат» — великое произведение. Конечно. Дело все в том, что вот это что у тебя? Вот погаси его, это будет черный квадрат. У каждого дома есть свой черный квадрат. Вся наша цивилизация, вот, современная, весь дизайн — это продукт черного квадрата. Вон черный квадрат. Мы окружены черным квадратом. Почему черным? Я как-то попытался это объяснить очень просто. Дело в том, что черного цвета не существует в природе. Подожди, это смесь синего и зеленого. Это низкая не смесь. Черный цвет — это отсутствие цвета вообще. Отсутствие Потому что света. цвет — это цвета спектра. Да. Черного цвета нет. Но и квадрата тоже нет. В природе нет квадрата. В природе есть цилиндр, шар и конус. Так вот, черный квадрат — это как бы неіснування в квадрате. Я расшифровал это так. Это кажется очень просто, но на самом деле, по-моему, никто это еще до сих пор не сказал. Не, вот поэтому мне и нравится с тобой обсуждать смысл. Но потому и что... концепция черного квадрата оказалась настолько победительной, что эта эстетика перекрыла абсолютно все. Что сейчас черный квадрат? Вот эстетически, вокруг нас. Вот черный- понятно, что окружает нас. Черный квадрат — это вот, посмотри на любой дизайн, Ну. посмотри на окружающий мир, который нас окружает, это черный квадрат. Нет, я про общество говорю. Если ты говоришь про менталитет или про там какие-то процессы у людей происходящие, я не про дизайн. Или Так это... людям пофиг, черный квадрат. Ну, может быть, за исключением таксистов. Потому что Почему? А всегда, когда ты едешь в такси, и у вас завязывается с ним разговор, он знает, что ты художник, он просит тебя объяснить, что такого хорошего в черном квадрате, что он так Серьезно? дорого стоит, Да. и он всегда тебе скажет одну и ту же фразу. Да что там, моя дочка тоже так умеет.
Я заметил, что почти всегда дочка, а не сын. Я, знаешь, что заметил сейчас? Вот этот анекдот про прачечную Министерства культуры. Я всю жизнь ждала этого звонка, сказала секретарша Министерства культуры, повесив трубку и так и не сказав, не ответив, да, как в анекдоте. И я, наконец, я дорос в своей жизни, видимо, это тоже как процесс дозревания. Наконец, я достиг уровня таксистов, ну, в плане журналистики. О. Я, наконец, задал правильный, начал вопросы задавать. Ведь таксист — это главный источник знаний же, правда? Да. Да. А если уже мы начнем копать глубже и дальше про современное искусство, да, это я хотел тебе, это тебя заинтересует. Потому что крымские татары внесли большой вклад в современное искусство. Мотивируй. Йозеф Бойс – это икона современного искусства. То, что называется contemporary. Мгм. Он во время Второй мировой войны летал над Крымом на Юнкерсе. Мгм. Его, Вермахт. ну, естественно. Его там сбили. Там много мифологии и легенды. Потому что Йозеф Бойс какое-то время говорил, что да, сбили, потом его вроде не сбили, крушение. В общем, он то ли был пилотом, то ли был стрелком-радистом. В общем, Ну, в общем, как-то упал он. Да. непонятная история. Но он выжил после падения, и крымские татары его спасли. Мгм. Они обворачивали его в войлок и мазали медом. Что произвело на Бойса глубокое впечатление. Он еще там обгорел и стукнулся головой. Но и после этого вот у него эти его инсталляции с войлоками медом и крымскими татарами, это вот было то, с чего, в общем, контемпорари получила новый виток. А он вообще не имел отношения к искусству. Да никакого. До того момента. Да. До того, как не ударился о Крымскую. Ну да. И почему я не знаю? Он был, я не знаю, ты должен знать. Вот Ну, теперь ты видишь, знаешь. мне уже стыдно даже уже и Да, перед набери, таксистами. кто такой Йозеф неудобно. Бойс. Да и после этого все поехали мозгами. Ну просто, понимаешь, одно дело, когда ты летаешь на Юнкерсе, и тебя сбивают, крымские татары тебя заворачивают в войлоки, все, и после этого ты становишься современным художником. А тут такая история, что как бы ты не прошел этого всего и уже лезешь в современные художники без опыта Йозефа Бойса. Для начала. Да, для поэтому часто современное искусство пустое. У Бойса оно не пустое. Понимаешь? начала. Гениальный. Вот тебе вклад крымских татар. Какой еще, на твой взгляд, крымских татар вообще в наше современное пространство? Потому что народ у нас небольшой физически, да? И многие нас вообще и не замечали, особенно до войны, до оккупации и так далее. Вот. А ты такие истории знаешь, что, наверное, что-то еще знаешь. Я крымских татар знаю только, к сожалению, только по истории. Потому что история татар тесно связана с казацкими всеми историями. У них, например, всегда была очень хорошая конница. А у казаков была хорошая пехота. Вот сочетание, у них конница не очень была хорошая. Да? Да. Почему-то мы казака них представляем на лошадях тоже. Да, но у них ее было мало, и она была не очень хорошая. А у татаров была только конница. Мгм. И вот сплав этой прекрасной конницы с прекрасной пехотой, лучшей в Европе, вот он давал всегда победы. Только им стоило поссориться, как они тут же начинали проигрывать. Так вот, не так давно же отмечали 450 лет взятия Москвы. Это, кстати, это же был крымский поход туда, да? Но участвовали товарищи-то. Ну, конечно. В принципе, вся терминология, ведь слова имеют значение, как не тебе ли не знать, да? А вся терминология идентичная, военная. Оружие, бунчаки, ну вот это все. Это же одно и то же. То есть какая-то ментальная связь существует. Нет, ну вот то, что я знаю, и в Украине они никогда не рассматривали их как каких-то смертельных врагов. Этого не было. Когда Петр, ну, они с Мазепой, вот это, знаешь, был такой прудский поход, по-моему, неудачный, когда там вся армия почти погибла в степи безводной и все это. И Петр говорил Мазепе, когда они еще дружили, что нужно с этими крымчаками разобраться раз и навсегда. Мгм.
Наш Мазепа ему сказал, что этого не нужно делать, потому что это как бы... Вот мы враги, но мы какие-то такие враги, которые друг без друга не могут. Что мы на них тренируем нашу молодежь, а они тренируют свою молодежь на нас. И это дает нам какой-то эволюционный толчок и стимул. Вот они так друг к другу относились. Ну, смотри, эти народы никогда не вели войну на уничтожение. И Нет, очень часто этого не воевали было. вместе против общего врага. Это разные Это совершенно действительно вещи. очень часто было. А смотри, какой вот ты точно подметил, вот как известный кацапоэт, как вот этот русский подход, да, вот этот. А почему не убить-то? И знаешь, как-то не странно, я вспомнил сейчас фразу, которую я когда на Майдан приезжал, мы еще не были знакомы, Мы 13 сейчас едем на политику. нет, не политика вообще. Я когда приезжал оттуда, ну, я приезжал вдохновленный, там, знаешь, ну, реально, там, когда ты смотришь на украинцев таких разных со всех, ну, это так вдохновляет. Приезжаю туда, в этот Мордор, Зазеркалье, и люди с дипломами европейских университетов, казалось бы, сахарные интеллигенты, да, говорят, мы не понимаем, а что Янукович танками-то Майдан? Да надо их повесить всех, и все, танками размазать. И я просто понял, что это просто вообще разные виды. Вот так. То есть мысль такая, что все решается очень просто. Уничтожением. И так это же не только политика, не только война. Это вот мысли такие, ты понимаешь? Тебя просто не должно быть. Как-то я не знаю. Это, вот поэтому, мне кажется, это за гранью людства находится. Вот это кацапский взгляд на жизнь. Я не буду тебя оппонировать. Я думаю, мы на одной волне. И ты вот как раз дошел именно, казалось, где Петр Мазепа, а ничего же не меняется. Вот века прошли, ну и что? Да. Нет, ну, у них достаточно сложное отношение. Это вот, кстати, я такое же отношение видел у грузин с чеченами. Кстати, очень интересный пример. Дело в том, что вот Жить же вместе. хевсуры – это боевое племя, которое сняли кольчуги в 30-х годах 20 века. Ну, это воины такие природные. Горцы. Не Горцев да? там много горцев разных. Но вот, Это те, кто живут на границе с Чечней. Чечней, да. Тушины там тоже живут, но тушины мягкие. А это такие очень, это монстры свирепые. И я их спрашивал. Они мне говорили, что да, они наши враги, но мы к ним не относимся так, как к врагам. Мы воруем у них лошадей. Они у нас, девушек у них, они у нас, ну, как индейцы, знаешь, вот. И они друг друга ценят именно вот и те войны, и они уважают рыцарский дух, и все это вот есть. Это есть в этом фильме «Мольба». Ты не видел Абуладзе? Там вот и тонкие вещи. Там мольба, Хевсур по обычаю, победив врага, должен был отрубить ему правую руку и прибить на косяке двери. Это вот, ну, как скальп. Ничего себе. И, значит, нашему герою попался достойный воин, чеченец, которому он не отрубил руку. И за это его изгнали из деревни. Да, вот потому что он, как это достойный противник, я его 3 раза ранил, а он продолжал выкрикивать хулу в мой адрес. Это прекрасная кино. Слушай, это Да. вроде бы Грузия в нашем таком бытовом понимании, большинство там украинцев скажут, что это вот гостеприимные люди, это вот там такие Они добрые, очень мягкие. гостеприимные. Нет, и христиане вроде же когда такие, а тут типа там поставь второй. Какой там вторую щеку? Ты рассказываешь такие вещи, что фактически это фактически они с чеченцами, ну, братья фактически Нет, получается. дело все в том, что они все разные. Они Грузия, грузины разные. Грузия хоть и небольшая, но вот кахетинец – это совершенно другой человек, чем Хевсур. И меретинец – это совершенно другой человек, чем кахетинец. И, хотя они все грузины. И говорят но на одном они, языке. нет, у них языки разные. Ну, они же понимают друг друга все равно. Да, у хевсуров свои какие-то вещи. Мингрела вообще никто не понимает, когда они говорят по-своему. Они все разные. Я просто много лет лазил в горах. Нет, ты грузиновед, конечно. Да, я я много это от тебя знаю. слышал. Скажи, а на Украину можно это перенести? В Украине то же самое, как в Грузии? Ну, просто больше в 10 раз. Конечно, разные. Все разные.
Ну, то есть мы, украинцы, тоже есть такие же различия, как вот между грузинами. Конечно. Да это всюду есть, это всюду нормально. Ты знаешь, но на этом же, помнишь, вот эти твои любимые два таракана, Марат и Глеб? Или кто там, тараканы, по-моему, да? Не совсем, это мандавошки. Да, ну, мир насекомых, да. Марат и Глеб, мы понимаем, о ком там идет речь, да. Это же была целая история, как они писали для Украины вот эту философию разделения, да. Есть там сколько, 3 сорта украинцев, 4, там, или не знаю, сколько там они. Да, ну, это была, в принципе, работа на уничтожение страны. Но это все спекуляция, на самом деле, потому что это есть в любой стране. Мгм. Ты возьми шваба и возьми баварца. Это совершенно Да. разные люди. Да и язык у них разный. Уже баварцы говорят по-другому. Ты возьми Испанию. Мгм. Мне испанцы когда-то в таком легком разговоре за вином, они мне сказали, что да, говорит, вот если ты иностранец и плохо говоришь по-испански, так они могут даже не понять, что ты иностранец, потому что они подумают, что ты из другой провинции. Что каждая провинция говорит на своем диалекте. И никто не делает из этого проблемы никакой. Хотя уж такая древняя страна. Да? Ты возьми Францию. Да всюду это, Англию возьми. Это все нормально. В этом нет чего-то такого. И то, что Украина западная, восточная, центральная, южная, разная, вообще ничего в этом нет. Это в любой стране точно так Это же. просто, короче, это русский дискурс. Абсолютно. Но это не есть big deal, это так нормально. Нигде нет страны, ну, я не знаю, может быть, поляки, не знаю, где вот все говорят на одном языке. Уже в Испании есть кастильский вот этот язык, на который литературный, Типа да. Мгм. который там Сервантес, да? Но в Валенсии никто не говорит на кастильском. Ты что В там, Андалузии никто не говорит что до на Испании кастильском. ходить? Вот Литва тебе, пожалуйста. Там же есть тоже, там в этой вот Литве, современной Литве, да, там есть жемайтийцы, есть там целый мир. Италия. Вот, почему язык итальянский? Вот итальянский язык, почему он такой? Почему? Все очень просто, потому что Данте был флорентийцем. Мгм. И поэтому итальянский язык литературный – это флорентийский диалект. Все остальные не флорентийские диалекты, там не было просто Данте. Так Вот они, и всё. Италия это И единой поэтому страной они стала по-разному поздно. тоже говорят. Но Италия стала единой страной 150 лет назад. Всего. Ну, это абсолютно нормальные вещи. И Украина такая большая, такая разная. Как нам перестать обращать внимание на то, что говорят про нас другие? Вот это ментальная проблема. Как это вообще не политика, это менталитет. Очень много людей, которые а что люди скажут, а что там скажут русские, а что вот это преклонение перед кумирами, которые уже, казалось, в прах рассыпались, да? Ну вот все, из Москвы Людина приехала. Вот это что такое вообще? Да мы молодая страна, сколько нам Ну всего? нация это древняя, ну слушай, ну древняя, Киевская Русь, ну, да, прошу древняя, прощения. но страна мы молодая. Нация древняя, все как бы там могут сказать, там, да что, да мы старая, это все так. Но страна-то вот появилась недавно у нас. Так что все, Знаешь, многие люди, все придет. вот ты один, наверное, из немногих существующих людей, тем более в искусстве, про которых за глаза не говорят плохо. Видно, как ты их правильно жизнь свою живешь. Вот. Правда, ни разу не Да слышал. я не против, пусть говорят, что Нет, хотят. ну я даже к факту такого привести не могу. Вот просто факт. Я тебе говорю, с кем бы я про тебя не говорил, про тебя никто плохо не говорит. Вот, Нет, хотя это- ты вроде это- и не компромиссный человек. Это такой. всегда подозрительно, когда слишком хорошие. Знаешь, это значит говно. Да. Вот. Ну, я не- Наоборот, хорошо, когда о тебе кто-то говорит плохо. Ну вот это, если есть у нас враги, значит, есть, наверное, и друзья. Это всегда хорошо, когда кто-то говорит о тебе хорошо, кто-то плохо. И это так. Ну, короче, это даже про тебя очень многие нормально. люди, у меня есть такой, ну, грех не грех, но просто в Советском Союзе тебя знала вся Украина, да? А я даже не слышал вообще до приезда сюда. Вот как-то так было, ты понимаешь? И когда я начал еще до знакомства, когда мне начали рассказывать, я начал слушать пьесы, там, смотреть, что-то читать, я понимал, и говорит, это все на кассетах ходило. Но то, что в России называлось Высоцким, да, вот эти кассеты, ну, другой жанр, но смысл такой же, да.
и на кассетах, что это просто и в школе я учился, мы Подеревянского там слушали тайком там, и так далее, и так далее. И мне многие люди, многие, подчеркиваю, люди, это не комплимент, это я не выдумал там, тем более мы с тобой давно уже знакомы, я не пытаюсь там тебе подлизнуть или что-то, тем более вот. Они говорят, что что ты определенным образом сформировал украинскую современную нацию. Как тебе такое? Это очень Илон хорошо. Я и дальше хотел бы формировать ее. Но что-то как-то меня мало слушают, и поэтому остается недоформированным. Вся проблема Ну в как том, мало что... слушают? Вот я, честно говоря, я не могу представить себе такой феномен, пожалуй, нигде. Ну, про Мордор, про русский рейх говорить не буду. Но вот я, когда бывал на твоих творческих вечерах, ну, представляешь, выходит человек. Ну да, высокий, статный, кунг-фуист и все такое. Садится на стул обыкновенный. Перед ним стол обыкновенный. Ну, лампа там часто там обыкновенная. Обыкновенная бумага, обыкновенный микрофон. И человек не поет, не пляшет. У него нет там спектаклей, где ходят актрисы. Ну, ты ставил спектакль, но в обычный творческий вечер ты просто один, и, 500 тысяч человек сидит, и тишина, как будто вот в операционной, там сказать, я не знаю. Чем ты берешь людей? Ты можешь себе это объяснить сам? А я пишу хорошо. Это правда. Вот если бы я бы плохо писал, они бы не ходили. Они понимают, что это хорошо написано. Понимаешь? Тут же, кстати, эти вещи очень похожи на живопись. Я раньше думал, что это разные вещи, а потом понял, что это все одно и то же кунг-фу. Мгм. Вот. Ну, когда-то Марсель Дюшан сказал еще круче. Он сказал, все, что делает художник, является искусством. Что- Слушай, то Вот. есть, смотри. Ага. И слова и фарбы – это одно и то же То есть, на самом смотри, деле. Если вкусно замешано, это живопись. Если вкусно замешаны слова, это литература. Если даже там нет никакого месседжа, но это вкусно читать, это уже литература. А если есть еще какой-то месседж, тогда это вообще хорошо. Ну, грубо говоря, краски бьют в глаз, слова бьют в уши, и все это в мозг попадает все равно. В любом Да, случае. но у нас, поскольку люди в основном мыслят вербально, мыслят словами, то они к краскам менее восприимчивы. А почему, кстати? А так люди устроены. Это люди или именно постсовок? Это не наше, это вообще все. Вот, Все? вот, допустим, ты пришел в Лувр, да? И в Лувре картины. Я смотрел, как люди смотрят. Люди где-то минуту изучают этикетку, а Читают. картину 30 секунд. Кстати, интересно. Понимаешь? Да. Они все равно мыслят все равно словами, вербально. Им всегда нужно объяснить. Да, объясните, что имел Вот в знаешь, виду художник. вопрос, который больше всего раздражает художника. Ну, конечно. Художника сразу шерсть Дыбом. на холке дыбом. А вопрос этот очень стандартный. А что вы этой картиной хотели сказать? Мгм. Да блин уже. То, что хотел, то сказал. Только я сказал не словами. Попробуй это увидеть. Я думаю, что Им все равно нужно объяснение. ну, про твои тексты тоже. У тебя же тексты очень такие своеобразные. Это они тоже, как живопись, их И тоже... я когда-то целую выставку на этом построил. Я подумал, ну, чего ты такой жадный? Если они хотят, чтобы им объяснить, объясни им. Я к каждой картине прилепил объяснение, что там происходит. Литературное. Такое. Ну, Потом такую я- эссешку такую. Да, потом я увлекся, и все объяснения уже достаточно литературно хорошо выверены. Они уже были самостоятельны. Я потом подумал, что я могу по 30 штук каждой совершенно разных написать. К одной работе. Да, и оно будет работать. Но они все читают. Вот они на работу смотрят, и потом они читают, и они полностью удовлетворены. Да. И глаза, и уши. Да. И вот тут он спокоен. И он уже не пристает ко мне. И он счастлив, и я счастлив. И все довольны. Ты сказал такое иностранное слово «месседж». Я за него зацепился. Вот месседж — это послание, по сути дела. Ну, какая-то мысль хотя бы. смысл, да, да. мысль. Переданный смысл. Да. Вот
ты чем только не занимаешься в жизни, и твоя жизнь еще, я уверен, что где-то в середине, потому что, учитывая твою наследственность, я думаю, что ты долго проживешь, и еще, может быть, что-нибудь сделаешь с собой сам. Но в целом и в живописи, и в литературной деятельности, какое-то слово плохое, деятельность, но неважно, какой-то месседж есть главный у тебя, или это хаотично и спонтанно? Это, ну, это идет не от головы, это идет вот отсюда. И у меня нет какого-то плана. То есть ты не Вот. садишься, как прозаик, например, я должен написать 5-10 страниц Ну, сегодня прозаик. романа. Ну, как это анекдот, знаешь, про алкаша. Каких нахер заек? Вот. Вы прозаик, каких заек? Нет, литература, тут понимаешь, я какой-то момент, я понял, что это, когда я понял, что это одно и то же, Живопись. живопись и Ага. литература, у меня был такой спортивный вызов. А что я могу? Потому что в живописи я как бы могу все. А тут я написал там какие-то пьесы, я подумал, нет, это не катит. Это Я гипноза. должен, ну это вызов такой спортивный, я не должен облажаться. А вот рассказ, я напишу рассказ. Я написал рассказ, я могу писать рассказы. А давай я напишу роман. Мгм. Роман я. А давай я напишу сценарий. Я понял, что я все могу. А ты свой первый рассказ помнишь? Да. На память прям можешь? Нет, я просто помню какой. Вот. А на память я вообще ничего не помню. То есть тебя к литературе сподвигла живопись, правильно понимаю? Да нет, это было совершенно спонтанно было. Я просто еще в детстве, как человек ленивый и неорганизованный, я понял одну вещь. Что я буду заниматься тем, что мне нравится, и не буду заниматься тем, что не нравится. Но второе как бы сложнее. Но нужно все время пытаться это удержать. Ну, и иногда получается. И вот и писать мне иногда просто из тебя что-то лезет. И ты точно знаешь, что если ты этого не запишешь, ты это завтра забудешь. Оно не есть что-то очень ценное для тебя. Ага. И вот когда у тебя появилась какая-то мысль, нужно срочно это все записать. То есть у тебя вообще ни одна картина и ни один текст не запланирован? Конечно, нет. На заказ не пишется ни то, ни то. Да нет, почему я могу все? Подожди, ты сам себе противоречишь. Нет, я могу за деньги написать, скажем, твой портрет, и У ты меня будешь нет, у доволен. меня нет денег, плачет. Нет, ну вот я говорю, ну, заказ. Мгм. Любой художник должен уметь все. Но это просто к творчеству не относишь это, да? Почему? Я напишу твой портрет, это будет творческая работа. Но это будет заказ. Мгм. Вот. Если ты не будешь относиться к заказу как к творчеству, то это говно. Заказывать не буду. Да, и заказы писали все, и Рембрандт, и Веласкес. Там, Не, ну это Это правда, нормально. конечно. Но это стимулировало искусство, иначе бы Да. так на скалах и рисовали. и это абсолютно в нормально. пещерах. Но кроме этого существуют еще какие-то вещи, которые помимо денег, помимо заказа у тебя вдруг являются. И вот оно является, ты не анализируешь, зачем это, почему. Вот. Но это требует выплеска либо на бумагу, либо на холст. Мгм. И этого даже не нужно вербализировать. Смотри, Оно, особенно живопись, она словам не подчиняется. смотри, а вот если такой человек творческий не выплескивает так ситуацию, представь, ну в каких-то условиях не получается у него на холст и на бумагу, он с ума сходит, что с ним происходит? Кем он становится? Так подожди, а как это получается? Не выплескивает. Я чё же тогда странным не вы- образом, у меня, чё же не у меня выплескивает? пример Гитлера в голову пришел, который был, говорят, что неплохим живописцем. Ничего особенного. Плохим все-таки, да? Ну, Но почему он стал монстром? Как художник становится Ты монстром? видел его пейзажи? Ну, А это такие открытки, это городские пейзажи, совсем не утрила, совсем они такие робкие. то есть он остался на первом этапе кунг-фу вот этого, да? Да, Ага. это такие довольно робкие вещи. Городские пейзажи я видел у него, может, он еще что-то делал. Вот. И, может быть, если бы он продолжал работать над собой в этом смысле, он бы кем-то стал. Что тут существует одна очень странная вещь.
никогда нельзя сказать в молодости, выйдет что-то из художника или нет. Это очень странная штука. Потому что на моей памяти было очень много ребят, очень талантливых студентов, которые прекрасно и делали вещи, и потом после института они куда-то исчезали. Совсем. Да. А потом были такие середнячки, которые вроде бы ничего особенного не делали, а на каком-то этапе вдруг бах, и пошло. И вторая какая-то совсем нестандартная вещь, которую никаким другим человеческим деятельностям ты ее не подошьешь. Что всегда у человека в своем развитии вот есть какая-то точка вершины, а потом спад на каком-то чисто возрастном уровне. Мгм. Вот он начинает писать плохую прозу, там, плохие стихи. Там, или в любой. Эйнштейн, который вообще нес пургу уже старый, над нем все издевались, что он несет, что все свои эти он в молодости сделал. Все. Но любим мы его не за это же, а за то, что он сделал хорошего. Да. Не А у как все. художников такого не бывает. Чем старше художник, тем он лучше. Серьезно? И не бывает других примеров. Я таких примеров не знаю. Молодой художник всегда хуже старого. Всегда. А к литературе это не относится? Наоборот. Нет, к литературе не Наоборот. относится. Ага. В литературе наступает спад, а в живописи нет. И люди, которые... Мы не знаем, чтобы написали там Ван Гог и Модильяне в 90 лет. Это, наверное, были бы фантастические вещи. Они просто рано умерли. Но я уверен, что поэты, убитые рано, они бы вполне возможно писали Но плохие стихи. поэт должен жить недолго. Мгм. Поэт 30 с чем-то лет и все. Это нормально для поэта. Для рок-музыканта тоже нормально. А Художник а наоборот. художник нет. Если ты посмотришь на работы раннего Рембрандта, это робкие такие вещи, ты никогда не скажешь, что из него что-то выйдет. То есть каждая твоя следующая работа лучше предыдущей. Я не знаю, моя, я не о себе говорю, я говорю вообще о тенденции. Ранний Тициан – это просто очень хороший мастер. Мгм. Тициан, которому 90 лет, он опережает на 200 лет свое время, на 300. Мгм. Никто так не писал. В 90 лет с чем-то. Он в 100 лет умер от чумы. Он бы еще жил. Поздний Рембрандт – это фантастика. Все, абсолютно все. Я об этом не Веласкес. задумался. Да, Веласкес. Ранние работы, ничего особенного. Понимаешь? Это вот такие вещи. И, кстати, здесь тоже работает вот это порівняние с кунг-фу. Потому что бывают старые мастера, которые... У них бы никто не учился, если бы они ничего не умели. Мгм. Я хочу спросить, даже не спросить про это твое хобби, ну просто ты, кроме всего прочего, еще и капитан судна. Вот, где я иногда имею честь быть Я младшим матросом. только Да. учусь. Но все равно. Красиво постараюсь высокохудожественно спросить. Вот, что для тебя в жизни является таким ментальным парусом? Для чего ты живешь и куда ты плывешь? Это ответ очень простой. Это как бы тут нету цели прожить поскорее, допустим, и ты живешь ради процесса. Это нормально. Это самурайщина какая-то. Да нет, это не самурайщина. Ну, как это путь важнее. Так они правы абсолютно, потому что, какая цель твоей жизни? Никакой цели, если ты умрешь, быть не может. Ты живешь ради процесса. Попробуй что-нибудь из этого выколупай, что-то другое, у тебя не получится. Ты хочешь там достичь, там, ради чего? Ты же все равно умрешь. Да, конечно, все умрут. Да. Но вопрос не в этом. Но ты же понимаешь, что, конечно, когда-нибудь всех нас не станет, но от кого-то останется холмик с червями внутри, вот, а от кого-то останется Но если книги, память, там, памятники, названия театров, там еще что-то. Ой, да если ты умрешь, тебе это уже все равно будет пофиг. Нет, все равно приятно, Вот. приятно же, ну чё. По-моему, это хибная идея. По-моему, нормально это, чтобы процесс был максимально сочным. Именно процессом максимально.
Ну, конечно. А тебя радует, когда столько людей приходят на встречи с тобой? Да мне, в общем, все равно. Я не особо люблю этих выступлений. То есть тебе все равно 5 человек или 500? Мне все равно, ну, это, понимаешь, во мне нет вот актерской жилки. Да Я- ладно, ты очень хорошо читаешь. Нет, Это, ну, не, это извини, просто я пожалуйста. хорошо читаю, да. Но Ну, во так мне есть. нет актерского куража, и вот когда актер видит зал, он заряжается от него, вот этого у меня нет Ты совсем. имеешь в виду, в тебе нет этого в Да, самом, я не понял. актер по Но, природе. но извне, сам, я понял, о чем ты говоришь, о твоем ощущении. Я не тащусь от этого. Я понял, вот. всё, очень Актер должен тащиться. Но я просто Понимаешь? на твоих концертах, ну, или как это называется вообще? Концерт, что это, как ты называешь это? Ну, выступление. Ну, невозможно. Просто у тебя, а я еще же редактор, который, ну, это своеобразная работа. Она, может, и не творческая, но я даже слова местами менял из-за интонации, там, знаешь, каких-то где-то синонимами, предлогами поиграть, точками, с запятыми. То есть я чувствую текст. Вот. И я знаю, что по законам журналистики, хорошей журналистики, в тексте должно быть несколько языковых фишек таких словесных, да? Где человек смеется, там, плачет там, или что-то такое. Ну, у тебя сидишь на твоем выступлении, сколько ты читаешь обычно? Ну, 30, может быть, да, вещей каких-то. Ну, невозможно. Я выхожу оттуда, меня просто трясет. Слушай, Эти фразы залетают. Я даже больше общего смысла уже не помню, вот конкретную произнес. Фразы залетают просто. Слушай, ну люди пришли, вот они сидят, а я буду скучный. Нет, это Мне очень будет не скучно. стыдно, понимаешь? Ну, я пытаюсь как-то, ну что я, сидит какой-то мудак, что-то там такое читает, неинтересно, да, ну, ну как бы... Какую самую ну, классную это фразу? как бы западло, понимаешь? Нужно что-то им как-то отдать. Нет, как Да. ты отдаешь это полностью. Я уверен, что вот никто не жалеет, побывав на твоем выступлении. А какая самая гениальная фраза, которую ты придумал? Самая классная, Да самая я откуда удачная? знаю. Ну, не знаю. Ну, почему? Ну, людям же... Ну, я вот, например, помню заголовки, которые я придумывал когда-то. Я помню несколько удачных. Конечно, я помню 0,000% там, да, но пару удачных я помню. А что тебе кажется? Я своих удачным? текстов не помню. Я что видел, я же все читаю с листа. Да. Оно у меня вылетает абсолютно. Вот как только я что-то записал, оно вылетает у меня из мозгов. Я поэтому и стремлюсь побыстрее записывать, потому что я могу забыть. А иногда даже что-то вот прямо сейчас пришло в голову, я в телефон записываю. Мгм. Просто так, вот как консерву. Может быть, из этого ничего не получится. А может быть, получится. И я вот какие-то там идеи какие-то, которые мне приходят в голову в самых неожиданных местах, я стараюсь все записывать. Смотри, ну вот ты, говоришь, записываешь на телефоне даже, да? То есть Даже на телефоне. уже, да. значит, с телефоном уже как бы работаешь ты. Но почему не поставить его на штатив у себя дома? И стать- Написал и стать прочитать. блогером. Да даже не блогером. Зафиксировать текст. Или тебе все-таки, вот ты говоришь, не нравится встреча, но все-таки тебе глаза нужны. Или там нужно, чтобы кто-то слушал. Один не может. Нафиг надо, нет. Ну как нафиг надо? У тебя есть канал. Я не говорю про монетизацию, ни про что это не говорю. Я просто говорю про то, что ты действительно классно читаешь. Вот мы тогда были, и ты запретил это, в гостях у тебя было, ты запретил это выкладывать. Это всего лишь осталось на телефоне у одного человека. Да? Вот и я это всего лишь посмотрел. Да? Но и ты классно читаешь. Это бы смотрели. Как листали твои рассказы. Это просто другой носитель. Так Что оно это есть, ну что это за космос? оно есть в такая? Ютубе. Но у тебя есть только с Да. концертов. У нее есть в Ютубе, да. Мне претит публичность, это не мое совсем. Я люблю дискретную жизнь. Мгм. Я люблю так, чтобы никто не знал, где я и что я делаю. И вот это вот все, когда, знаешь, идет девушка, и так она, как она идет, как вот это вот, какие трусы. Ну, я совершенно не такой. С тобой делают селфи же все равно. Ну, селфи делают. Но я вежливый человек. Они подходят, это можно сняться. Ну, снимайтесь. Какое самое мерзкое человеческое качество в твоем рейтинге? Ты знаешь, я не люблю быдлячество. Я не знаю, это самое мерзкое или нет, но мне быдлячество не нравится. Что имеется в виду? Быдлячество — это Хамское поведение? Это или что? быдлячество, это хамское поведение, это хамская мораль, это ощущение неблагодарности. Вот. Ну, это, ну, быдло, это вот скотское состояние в людях. Зависит ли быдлячество от образования, например, или от того, насколько человек читает много там? Или что?
Ну, я думаю, да. Я Зависит. думаю, что зависит, потому что человек, который читал, он уже как бы, он уже лучше, чем тот, который не читал. Ну, это понятно. Слушай, ну вот Путин читал. И? Так, в Путине есть элементы быдлячества, но я бы не назвал, что он вот такое быдло. Вот. Он, конечно, там международный преступник, там все такое, но я бы не сказал, что это быдло. Быдло это другое. А ты понимаешь его мотивацию? Ну нахрена Да все вокруг рушить? Зачем везде лезть? я- Что не живет? Среди места, что ли, не хватает? Слушай, Почести не хватает? я об Чего? этом не думаю. Но просто это влияет на нашу жизнь. Это даже не Есть политменталитет. Эйдер, есть масса людей, которым по должности положено об этом думать. Мгм. Еще я туда полезу. Но психологию вот большой эту, как грубо говоря, вот эту кацапскую психологию поломать забор соседу, спалить чужую хату, она откуда идет? Ну вот Она же есть же ненормальная. песня, что в ополе березонька стояла, и некому березку заломать. Мгм. Вот тут там есть тоска, что березка целая. Мгм. Вот она целая, а заломать, черт возьми, некому. Это в русском народе. Ведь Путин, понимаешь, он не делает ничего такого, чтобы не нравилось русскому народу. Как, собственно, любой нормальный диктатор, он никогда не противоречит своему народу, иначе он не усидит. Вот есть запрос у народа поломать березку. У них это заложено в народной песне. И, значит, если я диктатор, я должен делать то, что нравится моему народу. Вот тебе и все. Так это же даже не диктатор, это скорее народ ему диктует. Ну, Он- и если Украина, скажем, сделает такой запрос, если у нее будет такой запрос, то украинский вождь будет делать то же самое. Вождь же всегда старается... Просто в Украине вождей, даже если представить такое, вождей будет штук 40. Вот. Ничего не получится. Когда-то у Платонова есть хорошая фраза, что где есть масса, там немедленно является вождь. Мгм. Масса вождем страхует свои тщетные надежды, а вождь извлекает из массы необходимое. Понимаешь? Да. Я все-таки считаю, что русская модель в Украине невозможна. Да мы другие, конечно. Я просто для примера. Я понял. Так что люди, они есть люди. М, Главное отличие украинцев от даже не только от там, московитов, вообще от всех. Это вопрос, Да, чем отличается да, украинцы. конечно, конечно. Ну, вот, слушай, у кого спрашивать еще? Я- Какой у тебя? Я как украиновед. Ну, понимаешь, они вот от русских они точно отличаются. Ну, даже понятно, чем мягче, значительно, не Нет, воинственнее. это мифология. Они совсем не мягкие. Ты попробуй залезть в селе на межу. Не, я в том чужой смысле, народ. что украинец чужого не берет. Я имею вот Вот. это имел в виду. Нет, Да. они прекрасно берут чужое. и Что всё берут, это, когда и украинцы они чего тоже люди. И все, но у них нет вот этого коллективного быдлячества, которое есть у русских. Мгм, У них есть индивидуальное, может быть, быдлячество. мгм, Вот. Но оно все равно индивидуальное. мгм. Потому що українець, він сам собі щось кумекає. И потом они... Нормальное состояние для украинца – это ненависть к власти. Мгм, К любой. Русский власть любит. мгм. Украинец власть не любит никакую. И если взять историю, вот, то там это все исторически, все это прекрасно видно. Вот Сагайдачный был такой гетман, и не самый плохой, может быть, даже самый лучший. Его несколько раз кидали Мгм. на гетманство. Вот это есть. Какое-то есть в этом что-то самоуничтожительное. И в этом есть и хорошее, и плохое. Такое, да. Дело в том, что вот по большому счету это то, что уловил Махно, Мгм. который вообще сказал, не нужно никакого государства. И, допустим, у русских это не проканает абсолютно. Потому что если там не будет государства, они все друг друга уничтожат.
Максимально будет резня. И говорю, что Путин — это лучший из русских, потому что он, Ну, грубо говоря, ну, там для любая них- власть, она сдерживает вот это просто... Да, но для да. них это нужно. А для украинцев, в общем-то, нет. Потому что они могут на низовом уровне самоорганизоваться. Вот Махно, который контролировал вот эту громадную территорию, он же идея какая анархии? Что не нужно государственных чиновников. Слушай, что а это Майдан же то же паразиты. самое. Да, абсолютно. Там же все не любили этих политиков, Абсолютно. которые... Что не нужно никакого государственного управления, потому что громада может все решить сама. Но это не каждая громада может. Вот первое. украинская громада может. А потом, ну смотри, но эта философия жизни, она не учитывает внешнюю угрозу. к сожалению. Абсолютно. И в этом Да. ее минус огромный. Ну вот ты сказал, чем отличается, вот это и есть отличие. И, по-моему, оно прекрасное. Потому что когда люди не нуждаются в вертикальных связях, а только в горизонтальных, это и есть хорошо. Последний вопрос. Еще раз говорю, я уверен, что будешь жить долго. Украина — твои мечты, до которой ты доживешь. У меня нет никаких мечт. У меня была в детстве мечта стать пиратом. Вот, в детском саду. Ну, как бы не Так ты получилось. стал фактически. Ты же себе под парусом-то ходишь. Под парусом, да. Ну, а так никаких мечт у меня никогда не было особенных. Ну хорошо, я про Украину спросил, а не про тебя. Вот какой она может стать на протяжении твоей жизни? Она на протяжении моей жизни и так уже сильно изменилась. И вот за эти, особенно последние 7 лет, ну, тектонические происходят изменения просто на наших глазах. А сейчас вообще все ускорилось. Сейчас так все быстро ускоряется. Черт его знает, я плохая Кассандра. То есть ты не берешься прогнозировать? Я вообще в это не лезу. Сейчас Кассандра вообще всех, кто не ленивый. Но на самом деле все попадают в штангу. А правду говорит только Юрий Швец. Знаешь такого? У тебя же было с ним интервью. Да, знаю. Да, он разведчик. Вот он знает. Спасибо, что пришел. Я знаю, что ты не любишь интервью. Ненавижу. Но у нас это было и не интервью. Однажды этот человек при мне вот таким коротким ударом закрыл дверцу кухонного шкафа. Я понял, что с ним лучше, в плохом смысле слова, не иметь дела. С нами был Лесь Подоровянский. Спасибо всем, кто смотрит ЭТР, кто нам помогает. Вместе мы, на самом деле, огромная сила. Всего доброго, до новых встреч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому.